Васильевич, с точки зрения духовности якутской культуры, как можно трактовать до появления пандемии коронавируса? С точки зрения моей непосредственной работы, содействия высших сил, АИ, это не просто традиционное восприятие мира, он трудно понимаемый, это тонкий мир, то, что не видно, человек, он всерьез не воспринимает, он думает, что это не совсем так, как это. Хотя все традиции, все эти сказания, эти легенды, они имеют реальную основу, да, как силы природы, например, да, природа, она имеет разум. Основная ошибка большинства – это как будто думает только человек – это умный, а все остальное неразумное. А то, что космос имеет свой разум, Солнце имеет разум, и только как наше, оно намного в миллионы раз превышает наши возможности. Это не учитываем. Мы даже машинально каждый день встаем, и почему Солнце восходит у нас, не задаемся вопросом, восходит, заходит, греет, не греет, зима наступает, лето наступает. Просто какие-то механические закономерности воспринимают, а не как жизнь. Конечно, все взаимосвязано. Если мы будем идти, плевать против ветра, все равно на тебя самого попадает, потом удивляться тут нечем уже, если ветер у тебя навстречу будет. Конечно, этот эфир, он сейчас очень плотно засорен, голос разума сейчас очень трудно доходит до адресата, потому что люди, никто не слышит, просто сами как радио говорят, никто слышать не хочет, никто других не видит, как идеология суперэго работает. Это суперэго, оно не дает человеку наблюдать за окружающими процессами, не ценят рядом стоящего, они вместо этого оглядеться вокруг и оценить ситуацию, они только свои возможности, свои хотелки только основном идут. Положительный эффект от карантина мы можем получить от снижения скорости жизни. Ритм жизни сейчас очень высокий, как бег по кругу идет, каждый что-то старается успеть, а тут раз и все останавливается, и у человека появляется возможность о чем-то подумать. Надо не заниматься не латанием дыр, а борьба с последствиями, а именно, Козьма Прутков говорил, зрите в корень, собственно, вечные ценности, вечные нужно, а задуматься о вечном надо. Есть возможность более фундаментально смотреть на вещи, на жизнь, на всю окружающую систему, природу, людей, общество. Мы, самое главное, должны настроиться на победу. Должен человек настраиваться на победу, а не на поражение. Беда наступила, еда, и все, уже конец света, все. Все равно завтра солнце обратно взойдет, все будет течь, река будет течь, все равно. Люди, имеющие способность организовывать, сплачивать людей, они будут вытаскивать все равно, а не каждый по отдельности. И все равно, хоть мир будет уже несколько закрытый, это последствия долго будут тянуться с этими границами. Каждая страна будет разные уже отношения по-другому будут уже идти. И туда нужно будет новые подходы искать. Все равно хоть каком варианте они между собой будут контактировать, потому что без этого мир не будет сейчас. Невозможно.